С 8 по 10 апреля в Баткенской области проходила акция «Автобус солидарности». Жители Лелекского района смогли получить бесплатные юридические консультации опытных адвокатов и специалистов из различных госорганов и АИЛ-ОКМÖТÜ. Я получил ответы на вопросы, которые меня сильно волновали. Они касались Красной книги. Я рядом со своим домом построил еще один для своего сына. И поэтому возник вопрос, как это все законно оформить и разделить. Юристы мне все очень подробно объяснили. Спасибо им. Спектр вопросов консультантам автобуса солидарности самый разнообразный. Люди интересовались, как оформлять пенсии, пособия, проводить сделки с недвижимостью и даже как подавать на алименты. В общем, консультации получили 224 человека. За 2 дня мы проконсультировали граждан по многим темам. Чаще всего обращались по земельным вопросам и вопросам имущества. Кроме того, согласно закону о гарантированной государством юрпомощи, было принято решение предоставить одному человеку бесплатного адвоката. Больше всего за консультациями обратилось безработных – 90 человек, работающих – 74. Юристы также проконсультировали 31 местного жителя с низким уровнем дохода и 27 пенсионеров. Кроме того, за помощью обратились 1 гражданин с ОВЗ и даже 1 несовершеннолетний, сообщают в службе юрпомощи. 60–70% вопросов, о которых граждане говорят на местах, связаны с низким уровнем осведомленности и информационной работы. Например, кто-то не вовремя оформил документы, и в итоге это превращается в большую проблему вплоть до суда. Поэтому, чтобы наши граждане были осведомлены, каждый квартал в области выезжает наш автобус солидарности и там проводит просветительскую работу. В Лелекском районе автобус солидарности останавливался в 3 селах – Аксу, Минджигач и Андарак. Данная акция проводится ежеквартально. Мадина Низамова, Адыл Оразалиев, Руслан Бароненко, Ильтер, Баткенская область.